Да. Ленточку повязать. Так? Упс. Еще одну телефон? Да. Они потом бантик завяжут и поставят. Зачастую деятельность полицейского сопряжена со стрессовыми ситуациями, поэтому зачастую наши полицейские работают больше 8 часов в сутки, больше 40 часов в неделю, поэтому мы приняли решение как-то, чтобы погасить вот эти негативные воздействия на психологию и на организм полицейского, соорудить кабинет психологической разгрузки. Не в последнюю очередь нас волнует и здоровье, и продолжительность жизни полицейского. Мы изучили, внимательно смотрим на здоровье полицейских после того, как уходят на пенсию. Средний срок жизни, к сожалению, там цифры являются плачевными. И ввиду этого, в том числе, мы тоже решили запустить такой механизм в трудовую деятельность полицейского в Республике Молдова. Здесь процедура сеанса, человек приходит, садится на наше кресло, также работает релаксическая музыка, которая помогает человеку расслабиться. Так как человек приходит, у нас такой коллектив, сотрудники всегда в напряженном, всегда ритм, как сказать, они постоянно в движении, постоянно в напряжении. Как говорится, наша работа и опасна, и трудна. И когда человек приходит, он не только должен расслабиться морально, но и физически. Просто человек присаживается в это кресло, включается музыка для него, он просто расслабляется. Не только физически, но и морально. Отходят мысли, должны уйти, именно напряженность, чтобы человек почувствовал немножко облегчение. Потому что внутреннее истощение все-таки бывает у человека всегда. Внутренние ресурсы, когда человек находится в напряжении, они срабатываются, но истощаются. И, конечно, до истощения приходит человек, и надо как бы заняться именно внутренним миром. Я хочу отметить тот момент, если вы заметили, что в последнее время полиция работает более открыто. То есть максимум информации, который мы доводим до населения, а также все мероприятия, которые мы проводим, обычно они становятся достоянием гражданского общества. И для того, чтобы сотрудник эффективно общался, адекватно оценивал ситуацию, оказывал услуги, для этого и создан этот кабинет, для того, чтобы повысить стрессоустойчивость сотрудника, для того, чтобы он был более адаптирован к вызовам, для того, чтобы спокойно вел себя и был уверен в себе. Я считаю, что это очень важный проект для региона, для наших правоохранительных органов. Это очень значимый, я бы даже сказала, социально значимый, потому что все мы знаем, что работа полицейских сопряжена с многими эмоциональными напряжениями. У них доля, скажем так, такая. Бывают люди разные, бывает встречать людей в разных стрессовых ситуациях. И, конечно, они в этот момент должны действовать не только как профессиональные полицейские и правоохранители, но в какой-то мере в первые минуты оказывать какую-то даже психологическую помощь. Для того, чтобы они ее смогли оказать, соответственно, они должны сами быть уравновешены. И вот этот центр, этот кабинет, который сегодня открыли, он как раз призван снимать вот это психоэмоциональное напряжение, которое существует у полицейских, но которые его держат у себя внутри, как достойные мужи своего отечества, как раньше говорилось. И такие кабинеты не нужны практически везде. Хорошо было бы, если бы они открыли даже у нас в комиссариатах, потому что мы сегодня понимаем, что 3 комиссариата, один из них очень удаленный, Вулканешт, и это будет сложнее организовать психологическую помощь или услуги этого кабинета, допустим, для сотрудников Вулканештского комиссариата, но тем не менее, я думаю, что будет составлен рациональный график, когда каждый сможет посетить, провести беседу с профессиональным психологом и, соответственно, уже где-то поделиться своими эмоциями и не выносить их за пределы своего внутреннего состояния. У нас, насколько мне известно, в Республике Молдова уже 70% подразделений оснащены такими кабинетами. Сегодня слышали уже отзывы о том, что не во всех районных центрах Республики Молдова они работают в полной мере, но мы надеемся, что тот центр, который тут в Гагаузии,
и даже уверены, что он будет работать в полной мере, потому что у нас Гагаузия неоднократно показывает пример, когда какой-то проект заходит к нам в регион, он, как правило, по статистике по республике выходит на передовые по оказанию услуг.